Конкурс проводится в рамках подготовки к 1100-летию крещения Алании. На презентации были определены цели и задачи конкурса. Вопросы, которые обсуждались, касались жанра исторической живописи в осетинском изобразительном искусстве. Было отмечено, что проводить такие конкурсы необходимо, потому что изобразительное искусство, как и любое другое искусство, служит и воспитателем, и информатором подрастающему поколению. Большой благодарностью Владикавказской Аланской епархии Русской Православной Церкви несколько вот таких инициатив. Там есть и на литературном фронте тоже конкурсы, так сказать, Ирона, Иронфишта, Ироншеваллетта и так далее. Вот, тем не менее, центральный конкурс, центральное направление избрано вот это. Все. Директор Цхинвальской художественной школы Хсартак Алборте поблагодарил организаторов за возможность принять участие в столь масштабном конкурсе. Мы давно хотели поработать с североосетинскими художниками. Сейчас у нас появилась такая возможность, чему мы очень рады. Прекрасный конкурс, прекрасные идеи. Мы постараемся воплотить их в жизнь. Министр культуры Жанна Засеева предложила создать организационный комитет по этому направлению. Она также отметила, что в конкурсе должны принять участие все желающие. За вами огромное количество студентов, учащихся. Вот сегодня все преподаватели здесь. Я почему-то очень верю, что они подойдут вот к этому конкурсу еще серьезнее. Это право войти в историю. Мы не говорим героями, но войти в историю и тем самым 1, 2, 3 страницы вписать в нашу общегосударственную историю. Первый конкурс живописи и графики «Алания. Образы прошлого» был объявлен в 2017 году. Его участниками стали 17 североосетинских художников. Второй конкурс был объявлен в 2018 году и будет завершен в 2020. Конкурс проводится в 3 номинациях и пройдет в 2 этапа. Главное требование к произведениям – историческая достоверность. Призовой фонд конкурса составляет 300 тысяч рублей. Стелла Бязарова, Александр Кочев. Информационный выпуск «Сегодня».